Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Система капремонта многоквартирных домов действует в России с 2014 года. В некоторых регионах эта система до конца еще не отлажена, а собственники квартир часто жалуются на качество исполнения ремонтных работ. Какие проблемы возникают по региональным программам капремонта, как бизнесу и коммунальщикам проводить торги а собственникам жилья контролировать результаты. Об этом мы поговорим с гостем студии. Это генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимир Ионин. Владимир Владимирович, здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте, Иван. Скажите, какие особенности регионального жилищного фонда у нас в республике, естественно, и все ли многоквартирные дома обязаны оплачивать взносы за капитальный ремонт? Ну, у нас регион достаточно специфичный, очень большая география. Дома у нас совершенно разных конструктивов, разные технологии были применены. Даже крупнопанельные дома города Якутска отличаются от крупнопанельных домов в городах Нерюнгри, в городах Мирном, в Ленске. Другие проекты, другие технологии. Раньше, когда программа стартовала, порядка 63% всех домов в общей региональной программе были деревянные. Сейчас ведем с муниципальными образованиями усиленную работу по обследованию деревянного жилого фонда, потому что большая часть из них постройки 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого века. Износ у них уже достаточно большой, и на сегодняшний день в региональной программе находится 4039 многоквартирных домов. На сегодняшний день деревянный жилой фонд составляет чуть менее 40% от общего веса региональной программы. Какие многоквартирные дома уплачивают взносы? Все, которые находятся в региональной программе, за исключением домов, признанных аварийными, ветхими, если муниципальные образования приняли такое решение посредством создания межведомственной комиссии по обследованию многоквартирных домов. Также освобождены от уплаты взносов дома менее 4 квартир, менее 5 квартир. Они не попадают в программу капитального ремонта. И еще у нас есть специально для ветеранов Великой Отечественной войны постановление правительства, даже закон Республики Саха-Якутия об освобождении ветеранов Великой Отечественной войны. Мы являемся чуть ли не единственным регионом, принявшим такое законодательство. Не секрет, что город, по крайней мере, Якутск активно сейчас строится, и вопрос, который волнует зачастую жителей именно новостроек. Через какое время наступает момент, обязанность платить взносы в фонд капитального ремонта? Ну, вообще, согласно жилищного кодекса, статья 169, обязанность по уплате взносов возникает по истечению 8 месяцев после месяца принятия решения о том, что дом попадает в региональную программу, мы начинаем начислять. Однако у новостроек имеются 5-летние каникулы, потому что подрядные организации, которые произвели застройку многоквартирного дома, также несут 5-летнюю гарантию на качество своих работ. То есть в случае каких-то спорных ситуаций застройщик обязан устранить их за свой счет? Да, как правило, новостройки у нас добросовестные подрядчики, да, строят хорошо. Не слышал, чтобы у них возникали гарантийные обязательства. Ну, может, ошибаюсь. Скажите, а как складывается тариф на капремонт у нас в регионе? Отличается ли его размер, например, от других субъектов России? Ну да, у нас из-за того, что специфика региона, как я ранее говорил, достаточно разные дома по конструктивам, и очень много было деревянного жилого фонда в самом начале региональной программы. Сама программа рассчитана на 30 лет, стартовала она в 2014 году, и в течение 30 лет мы должны отремонтировать полностью весь жилой фонд, действующий на сегодняшний момент по всем конструктивным элементам.
А, Касаемо тарифов, у нас в республике действуют три тарифа для жилых помещений. Это деревянные дома 6 рублей 45 копеек, каменные дома без лифта 9 рублей 12 копеек и каменные дома с лифтами 12 рублей 8 копеек. И для нежилых помещений есть более повышенные требования. Это для деревянного жилого фонда 17 рублей 73 копейки, для каменных домов без лифтов 18 рублей 19 копеек и для каменных домов с лифтами 20 рублей 47 копеек. Почему такая разница? У нас остро стояла проблема с аварийностью лифтов, потому что очень большое количество их уже отслужило свой срок. У всех конструктивных элементов своя продолжительность жизни обозначенная. Например, фундаменты 30 лет, лифты 25 лет, электрика 20 лет, отопление 15 лет. И в зависимости от года постройки дома, в зависимости от последнего проведенного ремонта, в зависимости от качества сегодняшнего состояния того или иного конструктивного элемента, мы идем и ремонтируем. По сравнению с другими субъектами, у всех по большей части субъектов существует либо один тариф для любых типов помещений, либо делится на два: жилые и нежилые помещения. Касаемо дальневосточников, в качестве примера могу привести Забайкальский край. Минимальный размер взноса 5 рублей 17 копеек, максимальный размер взноса 8 рублей 3 копейки. Например, в Республике Бурятия минимальный размер взноса 7 рублей 20 копеек, а максимальный 11 рублей 53 копейки. То есть можно сказать, что у нас в республике ситуация не самая удручающая по тарифу? Ну, когда программа стартовала, у нас были приняты самые низкие тарифы, потому что мы были социально ориентированная республика. Начиналась программа, когда взнос на капремонт стоил 3 рубля 50 копеек, в то время как даже западные регионы приняли решение на уровне 8, 9, 10 рублей на квадратный метр. Очень хочется, чтобы эта политика продолжалась, социальной ориентированности на самом деле. Скажите, а как разрабатывается годовое планирование ремонтных работ, кто принимает участие и как ведется взаимодействие с региональным фондом капремонта, муниципалитетов и управляющих компаний? Ну, поначалу, как вообще формируется программа? Вот она на 30 лет рассчитана. Мы живем в краткосрочном плане, в трехгодичном. Это позволяет запланировать количество денежных средств, количество конструктивных элементов, количество многоквартирных домов, которые необходимо отремонтировать. Поначалу, согласно действующего жилищного кодекса, за 6 месяцев до начала периода мы должны уведомить всех собственников многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта, о необходимости принять решение на проведение капитального ремонта. Если в течение 3 месяцев собственники не приняли такое решение, то муниципальное образование в течение месяца обязано принять за них такое решение. Таким образом, мы сначала уведомляем собственников. Последний раз мы это делали в прошлом году для тех домов, которые планируем начать ремонтировать с 2022 года начиная. Мы их уведомили следующим образом. Мы направляем ежемесячно квитанции о необходимости оплаты взносов на капитальный ремонт. И на обратной стороне тех квитанций, тех домов, где планируем проведение капитального ремонта, разместили уведомление о необходимости принятия решения. Вслед за этим
уведомили муниципальное образование, где расположены эти многоквартирные дома, и дальше отрабатываем именно с администрациями муниципальных образований. Ну а как вообще вот выглядит формирование вот этой очереди, какой дом за каким будет отремонтирован, как организуется этот капремонт и, самое главное, наверное, где жители могут ознакомиться с тем, когда капремонт в их доме будет осуществлен, в каком году? Ну, перво-наперво сама программа уже была сформирована, она стартовала в 2014 году. Также у нее прошла небольшая трансформация в 2016 году, когда были внесены поправки. Управляющие компании должны в срок до 1 марта принять решение о проведении капитального ремонта, о необходимости уведомить об этом муниципальное образование. Муниципальное образование в срок до 1 апреля должны уведомить фонд капитального ремонта. Фонд капитального ремонта собирает все заявки и направляет на утверждение Министерства жилищно-коммунального хозяйства в общий свод по всей республике. И после до 1 июня глава региона законодательным актом утверждает проведение капитального ремонта. Есть ли проблемы с осуществлением закупок при проведении капремонта? Вообще, как выглядит эта процедура? Потому что в некоторых регионах не так давно были обнаружены нарушения закона. На сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия на площадке РТРС «Тендер» висит объявление Министерства о приеме заявок на рассмотрение юридических лиц на попадание в перечень добросовестных подрядных организаций. Сей перечень полностью исчерпывающий. Расписан он в постановлении правительства Российской Федерации номер 615. Любой желающий может ознакомиться. Мы объявляем набор участников добросовестных подрядных организаций на проведение проектирования, на проведение строительно-монтажных работ, на проведение строительного контроля, на проведение ремонта лифтового хозяйства и строительный контроль за лифтовым хозяйством. Лифтовики маленько отдельная каста, они регламентируются более жестко, у них там нужно иметь аккредитацию там, в документах, утвержденными составом СНГ. Достаточно такая сложная процедура, но у нас, хочу отметить, достаточно много организаций присутствует в нашем реестре. Это 84 организации на оказание услуг выполнения работ по капитальному ремонту, 57 организаций на выполнение и оказание услуг оценки технического состояния, разработки проектно-сметной документации, 40 организаций на выполнение услуг по ремонту, замене и модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных, блочных помещений, и 8 организаций на проведение по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и 14 организаций на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. В 2020 году у нас прибыло в наш реестр добросовестных подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ 42 организации, и в 2021 году мы в первом квартале уже такое заседание комиссии проводили, у нас еще прибыло 35 организаций. Хочу сказать, что все равно при том количестве, сколько в 2021 году мы разыгрываем подрядов на проведение капремонтов по конструктивным элементам, все равно этих подрядных организаций мало. У нас специфика, понимаете, не строительство, а капитальный ремонт. За собой это во главу угла ставит общение с собственниками. В 2020 году были очень большие ограничения в связи с возникновением пандемии по коронавирусу. Но тем не менее, несмотря на все вот эти сложности, препятствия и так далее,
мы увеличили производство работ на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. То есть мы вполне себе хорошо отработали, несмотря ни на что. В 2021 году мы планируем отработать еще лучше. Ну, пусть так оно и будет. Владимир Владимирович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы беседовали с генеральным директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимиром Иониным. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.